Очень многие интересуются процессом инвестирования, но не все знают, как это начать. Я сегодня хотел бы рассказать о таком важном моменте, как личный финансовый план, поскольку я считаю, что именно с составления личного финансового плана каждый человек должен начать, прежде чем приступить к инвестированию. Что такое личный финансовый план? Личный финансовый план можно сравнить с навигатором по вашей жизни. То есть, когда вы двигаетесь по личному финансовому плану, то вы двигаетесь к определенным целям. И если вы сбиваетесь, к примеру, с пути, то вы можете не достичь своих целей. Личный финансовый план очень популярен сейчас в развитых странах. В таких странах, как США, Европа. Даже в Китае личный финансовый план составляет более половины домохозяйств. Какие могут быть финансовые цели? Плюс-минус у всех финансовые цели примерно одинаковые. Прежде всего, это, конечно, накопить капитал для своего будущего пенсионного обеспечения. Второе – это приобрести какие-то крупные покупки. Третье – это накопление денег для обучения детей. И четвертое, такая самая, может быть, интересная цель – это достичь финансовой независимости. Всего существует 5 этапов формирования своего личного финансового плана. Первое – это постановка целей. Второе – это оптимизация своих доходов и расходов. Третье – это формирование пассивов и активов. Четвертое – это сформирование подушки безопасности. И пятое – составление инвестиционного плана. Давайте разберем каждую из этих этапов. Первый этап – это постановка целей. То есть цели у вас должны быть очень конкретные. То есть они должны быть желательно оцифрованы. Это должна быть та пенсия, которую вы, допустим, хотите получать ежемесячно в будущем и через сколько именно лет. Да? Второе – это какие именно вы хотите сделать там крупные приобретения, допустим. Третье – сколько вам понадобится денег и через какое именно конкретное время на обучение детей. Второй этап – это по расходам и доходам. То есть вы должны обязательно вести свой личный бюджет. Допустим, вы смотрите за 3 месяца, сколько каждый месяц вы тратите, сколько вы зарабатываете, выводите среднюю за месяц и стараетесь привести свой бюджет в такое состояние, чтобы у вас всегда был профицит, то есть доходов было больше, чем расходов. Третья часть – это анализ активов и пассивов. Не секрет, что у многих семей достаточно много ненужных, может быть, и в том числе каких-то крупных объектов, каких-нибудь гаражей, там, не знаю, складов, предметов, там, мебели и так далее. Да? Это все на самом деле сильно захламляет жизнь, и во многом эти вещи еще требуют каких-то расходов. В этом случае лучше провести анализ своих активов и пассивов и избавиться от того, что вам точно не нужно, и превратить это в актив. Четвертый этап – это формирование подушки безопасности. После того, как вы разобрались с доходами и расходами, и с активами и пассивами, вы на те деньги, которые у вас имеются или которые вы будете иметь в качестве текущего дохода, вы формируете подушку безопасности. Подушка безопасности должна быть в размере примерно 6 месяцев ваших расходов или расходов вашей семьи, если вы являетесь там единственным кормильцем. И уже только на последнем этапе вы делаете инвестиционный план. То есть вот то, о чем мы говорили в начале, когда люди сразу хотят инвестировать, на самом деле это неправильно. Это должно быть на последнем этапе, когда вы уже открываете какой-то, допустим, банковские, там, брокерские счета, да, и начинаете подбирать себе конкретные инструменты, которые подойдут лично вам для осуществления именно ваших личных финансовых целей. На последнем этапе дальше вы уже предварительно должны получить желательно какие-то знания, да, в том числе как бы, для того, чтобы разбираться в инструментах, и дальше уже составить себе какой-то портфель. Для обычного человека, который не хочет глубоко погружаться в эту тему, на самом деле достаточно сформировать какой-то пассивный портфель из разных видов активов. Это могут быть акции, облигации, золото, там, депозиты и другие инструменты.
для того, чтобы приступить к инвестированию. Но при этом надо иметь в виду, да, что когда вы инвестируете, это не то, что многие думают, что можно буквально там за полгода, за год разбогатеть и обеспечить себе полностью безбедную жизнь. На самом деле инвестиции – это скорее марафон, а не спринт. То есть вы действительно, поставив себе какие-то долгосрочные цели, постепенно, шаг за шагом приближаетесь к их осуществлению. Поскольку инвестиции – это долгосрочный процесс, и большую роль имеет именно фактор времени, и должны работать сложные проценты, то есть это тогда, когда вы те доходы, которые получаете, постоянно реинвестируете. Чем раньше вы начнете, тем лучше. То есть, соответственно, тем легче вам будет исполнить свои цели, накопить определенные суммы. Резюмируя, можно сказать, да, что есть три необходимых этапа. Это формирование первоначального капитала, это создание резервного фонда и далее получение в будущем пассивного дохода. Резюмируя, можно сказать, что личный финансовый план – это тот инструмент, с помощью которого вы можете увидеть свое будущее, на какие деньги вы будете жить. Будете ли вы жить только на государственную пенсию, или вы будете жить в том числе и получая пассивный доход от своих накоплений. В наше время это очень актуальный вопрос. Многие почему-то надеются, что в будущем им будут помогать кто-то другой, государство, дети, друзья, родственники. Но на самом деле часто ситуация складывается так, что наоборот приходится помогать детям, да, или действительно никакой обязанности у ваших родственников и друзей вас содержать нет. Поэтому я вас призываю прежде всего самим задуматься о том, как вы себя видите в будущем. Под этим видео вы можете скачать электронную форму в табличке Excel, как вы можете ввести учет расходов и доходов по месячным и накопительным итогам за год. Также, кого интересует составление индивидуального инвестиционного счета, по адресу электронной почты вы можете написать свой запрос, и я вам обязательно отвечу. В следующем видео мы вам расскажем об одном очень интересном инструменте. Это индивидуальный инвестиционный счет, с помощью которого вы можете начать процесс инвестирования.